Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. 15 февраля в республике пройдут досрочные выборы президента Абхазии. Как идет подготовка к предстоящему событию? Репортаж наших корреспондентов. В Абхазии с рабочей поездкой находится министр культуры России. Ольга Любимова посетила Государственный русский театр драмы имени Искандера, восстановленный в 2014 году при финансовой поддержке Российской Федерации. Россия передала Абхазии 10 машин скорой помощи. В автомобилях установлено медицинское оборудование, а также имеются медицинские наборы различного назначения. В Центральную избирательную комиссию Абхазии направлены заявления об аккредитации в качестве международных наблюдателей на выборах президента Абхазии делегации из Совета Федерации и Госдумы Российской Федерации, ЦИК и Общественной палаты Российской Федерации, Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, Межпарламентской ассамблеи государств, участников СНГ, парламента и ЦИК Южной Осетии, Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики. В ЦИК также направили заявление об аккредитации наблюдателей за проведением президентских выборов в Абхазии представителей различных международных общественных организаций из 25 стран – Австрии, Аргентины, Бангладеш, Боливии, Гватемалы, Греции, Доминиканской Республики, Зимбабве, Ирана, Испании, Кении, Колумбии, Киргизской республики, Мадагаскара, Мексики, Парагвая, Португалии, Республики Корея, Румынии, Северной Македонии, Сербии, Танзании, Туниса, Узбекистана, Франции, Чили и Эфиопии. В настоящее время продолжается процесс обработки заявления, который будет окончен 14 февраля 2025 года. В субботу, 15 февраля, в республике пройдут досрочные выборы президента Абхазии. Как идет подготовка к предстоящему событию, в репортаже Алики Трапш. Считанные дни остались до досрочных выборов президента Абхазии. Всего по республике будут открыты 152 избирательных участка в 35 избирательных округах. В настоящее время идет активная подготовка к предстоящему событию. На базе 10-й городской средней школы будет открыт избирательный участок номер 1 избирательного округа номер 6. По спискам здесь зарегистрировано 1470 избирателей. Участковая комиссия активно занимается подготовкой избирательного участка. Участковая комиссия состоит из 11 человек. У нас составлен график членов участковой комиссии. Мы здесь дежурим каждый день до 6 часов. И если кто-то ошибочно не занесен в этот список, мы заносим, работаем над этим. Или если кто-либо в этот день по состоянию здоровья не сможет прийти, у нас есть реестр для голосования вне помещения. Вот кабины, они в принципе они готовы, эти кабины, но так как сейчас идет учебный процесс, завтра после урока где-то к 3 часам эти кабины будут стоять в помещении учительской, и голосование будет проходить в этом помещении. Третий избирательный участок избирательного округа номер 6 расположен в здании Сухумского государственного колледжа. Здесь также заблаговременно вывесили списки избирателей. Их 2129 человек. Списки людей, которые не смогут прийти самостоятельно на участок, записывают в реестр по предварительному заявлению. В день выборов к ним на дом приедут с переносной урной для голосования. По словам председателя третьего избирательного участка, они практически готовы к предстоящим выборам. Выборы в тот день пройдут в спортзале на 1-м этаже. Там удобно для людей и пожилого возраста, поэтому мы решили там провести. И мы готовы, кабины готовы, все у нас готово. Пока идет образовательный процесс, мы в пятницу после 2 это все спустим вниз, все подготовим, и придут на дежурство уже правоохранительные органы, и мы им оставляем и сами уходим. Это будет где-то часов 8, вот так приблизительно. На первом избирательном участке избирательного округа номер 7 также идет активная подготовка. Здесь уже установлены кабины для голосования, вывешены списки избирателей, а также собирают урны для голосования на дому и на участке. Наш избирательный участок готов, так как по закону сказано, что за 10 дней до выборов все списки должны были повешены на стеночку. Мы эти списки повесили за 10 дней, и люди приходят, смотрят. Список наш составляет 1850
58 избирателей. На сегодняшний день пока я не могу сказать, те, которые вне помещения будут голосовать. Почему? Потому что пока только лишь 2 звонка, а заявок пока нет для голосования на дому. Уже 15 февраля граждане страны смогут сделать свой выбор. Избирательные участки будут работать с 8 утра до 8 вечера. Аля Катрапская, Мила Джопуа, Абхазское телевидение. Все избирательные участки будут под охраной сотрудников МВД в день голосования 15 февраля. Вопросам обеспечения правопорядка во время выборов президента Республики Абхазия посвящалось совещание, которое провел исполняющий обязанности министра внутренних дел Роберт Киут. Киут обозначил главные задачи личного состава, задействованного на участках. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Роберт Киут провел совещание по вопросам обеспечения правопорядка во время выборов президента Республики Абхазия 15 февраля текущего года. Добрый день, уважаемые коллеги. У нас предстоят выходные выборы президента Республики Абхазия. Соответственно, Министерством внутренних дел разработан план мероприятий. На МВД возможна особая задача, которую нам необходимо будет всем выполнить, то есть нам и личному составу проявить максимальную бдительность, максимальную ответственность для того, чтобы эти выборы прошли спокойно. Надо создать все условия. Основным, скажем так, сегодня инструментом для этого всего является Министерство внутренних дел. На совещании в МВД с участием заместителей министра, руководителей подразделений Центрального аппарата ведомства, начальников городских управлений и районных отделов внутренних дел Роберт Киут обозначил главные задачи личного состава, задействованного на избирательных участках. Оказание помощи избирательным комиссиям, соблюдение гражданами установленных на выборах правил, недопущение нарушений общественного порядка на избирательных участках. О готовности вверенных подразделений доложили начальники гора и органов внутренних дел. Итоговую расстановку сил и средств министерства обозначил заместитель министра Беслан Чкадуа. На основании планов, которые были разработаны в районах, разработан и утвержден основной план, который, в соответствии с теми указаниями, теми корректировками, которые были от вас и по общей ситуации мы внесли сюда. У нас, как известно, всего 35 округов, 152 избирательных участков. В зависимости от количества голосующих на каждом участке соответствующее количество сотрудников. В период проведения выборов президента Республики Абхазия по 152 избирательным участкам будут распределены более 900 сотрудников милиции, обеспечена охрана зданий ЦИК и пресс-центров в городе Сухум. Установлено сопровождение членов избирательных комиссий и выборной документации. В районах, приближенных к избирательным участкам, будет увеличена плотность патрульных нарядов за счет привлечения дополнительных сил из числа личного состава Центрального аппарата МВД. Органы внутренних дел берут под охрану все избирательные участки. Общее руководство за обеспечением правопорядка на всех территориальных избирательных участках возложено на начальников городских управлений и районных отделов внутренних дел. Из числа руководства министерства по каждому району назначены ответственные кураторы. Во время выборной кампании по любому вопросу, относящемуся к компетенции правоохранительных органов, граждане могут обращаться в пресс-центр МВД на адрес электронной почты, линию доверия МВД по телефону +7 940 920 20 95. Во всех территориальных подразделениях МВД также круглосуточно работают стационарные телефоны, которые вы видите на своих экранах. Арбитражный суд считает некорректным и преждевременными публичные высказывания должностных лиц о незаконности принятого им решения по исковому требованию СП «Сухумгэс». Решением суда первой инстанции от 6 декабря 2024 года исковые требования «Сухумгэс» удовлетворены, а именно признано право собственности на линии электропередачи, расположенные в Сухумском районе. Представители администрации Сухумского района и РУП «Черноморэнерго» против исковых требований не возражали. Решение в установленном законном порядке не обжаловали, сообщается на сайте арбитражного суда. Арбитражный суд призывает должностных лиц относиться с высокой долей ответственности к формулировкам и публичным комментариям, а также поддерживать и уважать конституционный принцип независимости правосудия.
Заместитель министра иностранных дел Одиссей Бигвава принял сопредседателей международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Ключевой темой встречи стало обсуждение повестки предстоящего 63-го раунда международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье и актуальных вопросов региональной безопасности. Абхазская сторона вновь подтвердила приоритетное значение заключения юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Абхазией и Грузией. Особое внимание стороны уделили вопросы возобновления деятельности механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в городе Гал, а также факторам, препятствующим реализации намерений сторон по возобновлению его деятельности. Проведение 63-го раунда женевских дискуссий намечено на 4-5 марта. Министерство здравоохранения России передало в дар Абхазии 10 автомобилей скорой помощи и 1 реанимобиль. На площади Свободы в Сухуме состоялась торжественная церемония передачи спецмашин Горздраву Сухума, а также центральным районным больницам Гагарского, Гудаутского, Гулрыбского, Ткорчалского и Галского районов. Гугуца Вардания была на церемонии. Теперь оказывать срочную медицинскую помощь станет легче. Автопарк районных ЦРБ пополнился новыми автомобилями с высокотехнологичным оборудованием. Дефибриллятор, аппараты ЭВЛ, эвакуационный, реанимационный набор, термоконтейнер для поддержания температуры растворов лекарственных препаратов. Также современное оснащение позволяет точно дозировать лекарства, которые подаются пациенту. В общем, есть все, чтобы оперативно и слаженно работать вне госпиталя. Это стало возможным благодаря поддержке Совета Краснодарского регионального общероссийского отделения общественного движения «Россия молодая», который подарил Минздраву Абхазии 10 карет скорой помощи и передвижной медицинский комплекс. Такой большой объем транспортных средств будет распределен по районам, по городам, где это все будет работать на благо нашего населения. Я думаю, все эти транспортные средства, каждая карета скорой помощи спасет не одну сотню жизней. Все районы республики практически будут охвачены новыми транспортными средствами. Вот сейчас еще мы говорим о том, что есть вот флюорограф, маммолог, установлен флюорографическое оборудование, маммографическое оборудование, кареты скорой медицинской помощи оснащены по самой современной комплектации. Хотел бы выразить слова благодарности Российской Федерации. Уже не первый раз Российская Федерация нам оказывает такую помощь. Республика Абхазия является не просто для нас дружественным государством, дружественной страной. Это воистину братская страна для нас. Здесь проживает очень много наших соотечественников. Безусловно, мы понимаем, что у Республики Абхазия есть много неотложных нужд, в том числе и в модернизации системы здравоохранения. Российская Федерация, безусловно, будет оказывать всяческую помощь в развитии всех отраслей развития Республики Абхазия. Как это делала всегда, как делает, так и всегда и будет. Ключи представителям районных ЦРБ от машин скорой помощи вручили исполняющий обязанности министра здравоохранения Эдуард Будба и председатель Совета Краснодарского регионального отделения общероссийского общественного движения «Россия молодая» Роман Марченко. В Очамчирский район отправился реанимобиль с маммографом и флюорографом. Это передвижной диагностический кабинет, который позволит быстро проводить медицинское обследование вне больничных стен. Имея такую возможность, мы можем приезжать в село в какой-то обозначенный день и проводить там обследование. Я думаю, со временем так и будет. Он будет стоять у нас на территории больницы и будет обслуживать всех пациентов, которые будут обращаться к нам. И еще хочу сказать, что географически мы расположены как раз на пересечении двух районов. Третий мы. Вот, значит, ткорчельцы могут к нам, проезжая, заезжать, гальцы могут приезжать на обследование. Так что я думаю, что восточная часть будет как раз обеспечена, и это будет очень хорошо. Сегодня в автопарке Очамчирской ЦРБ 5 машин скорой помощи. 2 из них находятся в ремонте. В связи с тем, что район большой, иногда врачи медучреждения совершают по 3-4 выезда в день. При этом Очамчирский район единственный, где нет службы скорой помощи.
Надеюсь, что это послужит началом, чтобы у нас было сформировано отделение скорой медицинской помощи. Мы об этом говорим уже 30 лет. В нашем районе нет службы скорой помощи. То есть наши пациенты не имеют возможности взять телефон 03, набрать, что приехала таким образом бригада. Сегодня это происходит совершенно по-другому. То есть жители нашего района звонят нашим медработникам, либо мне, либо кто кого знает, и мы снимаем с приемного покоя бригаду, садятся в машину, выезжают, оказывают помощь. Но служба скорой помощи в районе, она должна быть стандартная. Автомобили скорой помощи Тхорчалской ЦРБ часто нуждаются в ремонте, так как во время ковида было немало работы, отмечает главврач Лали Гаргулия. Новая карета скорой помощи делает работу более эффективной. Такого уровня автомобиль, где есть и дефибриллятор, есть аппарат ИВЛ, отсосы и все необходимое для перевозки реанимационного больного, у нас первый раз поступил такой автомобиль. Последний раз автопарк у нас обновлялся в 2022 году. Огромное спасибо всем, кто принимал участие в решении этого вопроса. Новые кареты скорой помощи центральных районных больниц уже приступили к службе. Гугу Савардания, Инал Гвинже, Абхазское телевидение. Министр культуры России Ольга Любимова, находящаяся в эти дни в республике, с рабочим визитом посетила центральный выставочный зал, где идут восстановительные работы после пожара. Ольга Любимова также осмотрела строящиеся здания картинной галереи на улице Пушкина. Любимова отметила, что Россия готова оказать помощь в наполнении экспозициями обоих объектов после ремонта, который планируется завершить в течение 3-4 месяцев. Также Ольга Любимова посетила Национальную библиотеку имени Папаскир, где осмотрела уцелевшие после пожара предметы искусства. В здании библиотеки сейчас проводят реставрационные работы, в том числе с использованием подаренного России оборудования. При полном аншлаге выступил Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого в Абхазском драмтеатре. Старейший национальный коллектив под руководством народной артистки России профессора Александры Пермяковой представил концертную программу «Живи в веках, моя Россия». На сцене прозвучали русские народные песни, произведения российских композиторов Александра Добронравова, Владимира Дашкевича, Игоря Матеты. Концерт прошел при поддержке Министерств культуры России и Абхазии. Также состоялась встреча исполняющего обязанности министра культуры Абхазии Динары Смыр с министром культуры России Ольгой Любимовой, приехавшей в республику с академическим хором. Обо всем подробно в репортаже Шазины Ханагуа. Зал Абхазского драматического театра был ожидаемо полон. Граждане и гости республики пришли насладиться русскими народными песнями в исполнении легендарного хора. Зрители подпевали, хлопали в ладоши. Взрослые дети прониклись красотой песен, истоки которых раскрывают глубину народной души. Каждый номер срывал шквал аплодисментов. Ночью в поле звезд благодать. Оригинальная программа с песнями советских и российских композиторов, русскими танцами, частушками и виртуозным исполнением ансамбля народных инструментов никого не оставила равнодушным. Удивительное звучание голосов, профессионально подобранная программа и мастерство артистов вызвали восторг у публики. Окунулись в мир прекрасно. Да, очень впечатляет. Отдохнули, порадовались. Ярко, красочно. И вы знаете, душевно. Такое вот единство, мне кажется, вот такая радость, такой подъем эмоциональный был сегодня. Концерт шикарный, просто бесподобный. Мы даже не ожидали, что будет полный зал. И, конечно, хор имени Пятницкого – это знаменитость нашей России.
Вот я у вас в гостях в Абхазии, поэтому, конечно, шикарный. Выступление хора – это целый фестиваль народного искусства. Коллектив давно уже стал не только певческим. В его составе танцевальная группа и оркестр народных инструментов. В состав хора попадают лишь самые талантливые музыканты, танцоры и певцы со всей России. Легендарный коллектив под руководством народной артистки России профессора Александры Пермяковой представил концертную программу «Живи в веках. Моя Россия». Прозвучали народные песни Московской, Владимирской, Белгородской, Оренбургской и других областей, демонстрирующие яркую самобытность и многообразие народного творчества. В торжественной части мероприятия приняли участие министр культуры России Ольга Любимова и исполняющая обязанности министра культуры Абхазии Динара Смыр. У России и Абхазии исторически сложившееся плодотворное культурное партнерство, в основе которого лежит взаимоуважение, сохранение культурных традиций и нашего общего наследия. Уверена, что и в дальнейшем мы продолжим наш культурный обмен, который обогатит взаимодействие обеих стран и поспособствует дружескому общению наших братских народов. Ежегодно мы радуем жителей двух государств выступлениями ведущих коллективов и исполнителей. Культуры народов России и Абхазии всегда были тесно переплетены и являются образцом уникальной гармонии всех видов искусства. Наиболее ярко это выражено на примере многовековой музыкальной традиции наших стран, нашедшей отражение в искренней любви к родине. Для нас особенно важно, что сегодняшний концерт открывает год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. И эта юбилейная дата олицетворяет единение наших братских народов. 2 часа пролетели незаметно. Зал долго не отпускал прославленный хор. Крики «Браво!» звучали после каждого номера. Зрители не скупились на аплодисменты. Почаще бы таких вот мероприятий, вообще здорово было. Ой, бесподобный. Бесподобный. Вы знаете, что мои родители, сейчас буду плакать, мои родители пели песни эти. А моих родителей давно нет. И я сидела, у меня слезы текли бесподобно. Далее состоялась встреча исполняющей обязанности министра культуры Абхазии Динары Смыр с министром культуры России Ольгой Любимовой. Обсудили культурное сотрудничество, в том числе проведение обменных дней культуры, гастрольную деятельность, взаимодействие в сфере циркового искусства, а также мероприятия, посвященные Великой Победе. Российские специалисты помогли спасти около 150 картин после пожара в Национальной картинной галерее Абхазии. Об этом отметила Динара Смыр и поблагодарила заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко за содействие в финансировании ремонтных работ картинной галереи. Хочу вас поблагодарить, Ольга Борисовна. Вы одна из первых, кто протянул нам руку помощи. Буквально на следующий день вы с нами связались. И буквально через 2 дня к нам такой большой десант известных реставраторов не только в России, но и за рубежом провели у нас здесь колоссальную работу вместе с нашими реставраторами. Они сделали анализ, провели закрепительную часть каких-то работ. Вы знаете, никого действительно трагедия в России не оставила равнодушным. Вы знаете, мне было особенно приятно, когда руководители крупнейших российских музеев буквально в первые же моменты, прочитав это, вот в этой нашей общей традиции такого братства, звонили в Министерство культуры и говорили, когда выезжать, когда борт, когда мы летим. И это, конечно, очень важно. Это тоже дружба и связь, и братство длиной в десятилетия. Одной из тем встречи стала проработка новой межведомственной программы сотрудничества на 2026-2028 годы, подписание которой планируется в сентябре на полях Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Конечно, нас предстоит вместе проработать и планы на ближайшие 3 года, 26, 27, 28, такой межведомственный крупный серьезный план по всем направлениям, и образовательным программам, и театральному, и музейному, межмузейному сотрудничеству. И, разумеется, все, что касается наших детей, мастер-классов, то, что Нинель Борисовна упоминала, конечно, тоже не оставим незамеченным. Я надеюсь, вместе мы бы могли такой документ подписать на Санкт-Петербургском культурном форуме.
форуме, куда мы, конечно, традиционно приглашаем всех наших коллег из Министерства культуры и деятелей республики. Будем очень рады принять, так же, как и наших любимых детей, самых начинающих деятелей культуры вашей страны. Мы будем очень рады видеть в конце лета на детском культурном форуме в Москве. С гастролями в Россию поедет Государственный русский театр имени Искандера. В ответ Абхазию посетит Вахтанговский театр. Минкультуры России продолжает программу поддержки русских театров за рубежом. Финансирование на создание постановок по русской классике получит Русский театр драмы имени Искандера. Кроме того, специалисты Государственного театрального музея имени Бахрушина готовы помочь в создании театрального музея в Русском драмтеатре в Сухуми. Одновременно в этом году будет уделено внимание и Абхазскому государственному драматическому театру имени Самсона Чанба, для которого будут предусмотрены специальные меры поддержки. Традиционный наш фестиваль Хибла Герзбауэр приглашает. Очень рада, что эта институция уже 23-й фестиваль, 22-й. Будем рады помочь и будем рады, дождемся от Хиблы Ливарцевны ее планов и программы. И также, конечно, поддержим это направление. Как и традиционно, вы справедливо заметили, что русский театр Фазилия Искандера – это один из самых любимых русских театров и на территории всего Содружества независимых государств. И в России, вы знаете, что группа с успехом гастролирует. И в Москве, и в Санкт-Петербурге, и много ездит вообще по России. Будем ждать. Ольга Любимова также рассказала о российской инициативе по развитию сотрудничества в сфере циркового искусства. В планах гастролей Росгосцирка в республику. Часть средств от проданных билетов будет передана на нужды учреждений культуры Абхазии. Ко Дню Победы в Сухуми откроется современный кинозал, где пройдут бесплатные показы российских премьер, а также советских кинолент, посвященных Великой Победе. Россия поможет Абхазии готовить специалистов в сфере культуры, нехватка которых есть в республике. По линии Россотрудничества будут заранее предусмотрены квоты, а курсы будут целевыми. Кроме того, Ольга Любимова пригласила представителей абхазских музеев и галерей стать гостями международного фестиваля «Интермузей» и принять участие в проекте «Музейные маршруты России». Шазина Ханагуа, Налач Хинджерия, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение. Состоялась встреча президента Академии наук Абхазии, иностранного члена Российской академии наук Зураба Джапуа с президентом РАН Геннадием Красниковым. Они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и научного взаимодействия РАН и Академии наук Абхазии, а также договорились об актуализации и содержательном наполнении действующего соглашения о сотрудничестве. Зураб Джапуа подчеркнул заинтересованность в более тесном взаимодействии ученых двух стран. В завершении официальной встречи Зураб Джапуа был награжден юбилейной медалью «300 лет Российской академии наук». Сохранение исторической памяти о героях Великой Отечественной войны и развитие сельских территорий в Абхазии. Все это станет возможным благодаря проектам Фонда президентских грантов Российской Федерации, которые планируется реализовать в республике. Чтобы поговорить о дальнейших совместных планах, фондом был проведен семинар для представителей сел, поселков и районов. На мероприятии побывала наша съемочная группа. Фонд президентских грантов Российской Федерации запускает специальный механизм поддержки социально значимых проектов в Абхазии. Среди приоритетных задач – сохранение исторической памяти о вкладе народа Абсна в победу в Великой Отечественной войне, в том числе благоустройство мемориалов, обелисков, воинской славы, воинских захоронений. Народ Абхазии принимал активное участие в Великой Отечественной войне. Более 55 тысяч с лишним людей участвовали жители Абхазии. Около 17,5 тысяч людей с фронта не вернулись. И сегодня в преддверии юбилейной даты проводится мероприятие по поручению президента Российской Федерации. Фонд президентских грантов, который сегодня присутствует здесь со руководителем Ильей Владимировичем, они проводят мероприятия как раз таки направленные для того, чтобы привести в порядок, восстановить, дать значимость нашим памятникам, скверам, всем тем, что было приурочено и построено в наших селах. Специально приехали для того, чтобы
рассказать вам о том решении, которое было принято главой нашего государства Владимиром Владимировичем Путиным. То есть в данном случае у меня прямое его поручение, я вот им уже занимаюсь с конца прошлой недели. То есть вы знаете, что в республике был наш первый заместитель руководителя администрации Сергей Владимирович Кириенко. Он вернулся в Москву после визита в республику и обратился с просьбой к главе государства, с служебной запиской, в которой попросил нам создать механизм поддержки социально значимых, общественно полезных проектов на территории Республики Абхазия. Идет активная подготовка к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Для нас это великая победа, и, конечно, мы понимаем, что для нас это всеобъемлющая работа, и мы ровно так же понимаем, что каков огромен вклад народа Абхазии в эту победу, сколько героев было. И для нас важно, чтобы не получилось так, что к этой великой дате, к 9 мая, остается уже меньше 3 месяцев, у нас хоть какой-то объект значимый остался без внимания. Ни один воинский мемориал, ни один монумент, ни одно воинское захоронение не могут быть в неухоженном виде, потому что для нас всех это один общий такой братский долг, чтобы все это было в порядке. Чтобы знать точную картину о том, куда направить поддержку, представители фонда президентских грантов проводят семинары для руководителей поселков, сел, представителей районов и ждут заявок. Деньги уже зарезервированы, соответственно, мы начнем их уже прям немедленно реализовывать по заявкам, которые будут поступать из муниципалитетов. То есть которые сейчас будут прорабатываться, поэтому у нас сегодня семинар, который посвящен именно проработке механизма. То есть фактически мы устраним любые бюрократические моменты, то есть все будет делаться очень быстро. Важно, чтобы каждый муниципалитет просто оценил, что нужно сделать, и уже мы, соответственно, выделим средства на то, чтобы это было реализовано. Выделим это максимально быстро. Но тут еще один важный момент, который мы все понимаем, что, конечно, в каждом восстановлении должны принимать участие жители сами. То есть это не про то, чтобы нанять подрядчика, это про то, чтобы, конечно, ресурсы будут выделены, необходимые на ремонтные работы. Но, конечно, надо всем миром восстанавливать и приводить в порядок, потому что это наш святой долг позаботиться о памяти о героях, которые погибли, о героях, которые вернулись, которые защищали Родину. Особое внимание будет уделено развитию сельских территорий в республике, рассказал генеральный директор фонда президентских грантов России Илья Чекалин. Цель проекта – развитие общественной активности и НКО, вовлечение жителей в деятельность по решению социально-экономических проблем территорий и реализацию социально значимых инициатив. Вот знаете, уникальность этого проекта в том, что мы его называем так – проект, который нельзя закончить. Вот мы уже несколько раз к фонду президентских грантов за поддержку этого проекта обращались, и каждый раз я думаю, нам, наверное, скажут, слушайте, мы вас уже поддерживали. А мы все время пишем, а территории еще есть, не до всех мы еще добрались, а люди, с которыми мы начали работать, хотят продолжения. Поэтому начать было легко, а закончить невозможно. Поэтому мы стараемся продолжать. Что еще уникального? Он на самом деле даже не про то, чтобы получить деньги, и не про то, чтобы что-то отремонтировать или построить. Он про то, чтобы дать людям надежду. Фонд президентских грантов Российской Федерации занимается государственной поддержкой некоммерческих неправительственных организаций. Так, на конкурсной основе реализуются социально значимые проекты. Миссия фонда – создание условий и возможностей для самореализации инициативных и неравнодушных людей в некоммерческом секторе. Гугут Савардания, Раму Камкия, Абхазское телевидение. Заседание Сухумского городского собрания прошло в четверг, 13 февраля. Как известно, указом исполняющего обязанности президента Валерия Бганба выборы в органы местного самоуправления пройдут 6 апреля, в связи с чем депутаты утвердили состав Сухумской избирательной комиссии. Были рассмотрены письмо президента Академии наук Абхазии Зураба Джапу о включении в состав общественной комиссии по наименованию, переименованию улиц, проспектов, проездов, переулков, парков,
скверов, бульваров, площадей, установлению мемориальных досок в городе начальника Государственного управления охраны историко-культурного наследия Абхазии, археолога Гарика Сангулия, а также письмо главы администрации Беслана Эшба об увековечивании памяти известного политического и хозяйственного деятеля Абхазии Мекти Амичба и установление мемориальной доски на фасаде дома по улице генерала Агрба, 37. На заседании собрания был вновь поднят вопрос о вынесении недоверия главному архитектору Сухума Светлане Шеменьковой. После обсуждения вопроса было принято решение, согласно регламенту работы собрания, провести тайное голосование. Из 14 депутатов 10 проголосовали за повторное выражение недоверия Шеменьковой. Квалификационная коллегия судей Республики Абхазия объявляет о приеме заявлений лиц, претендующих на занятие вакантной должности судьи Гагарского района, 1 вакантная единица. Прием документов осуществляется в помещении Верховного суда с 14 по 28 февраля включительно. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидромедцентра, 14 февраля в Абхазии ожидается облачность с прояснениями погода. Дождь местами в предгорьях возможен, дождь со снегом. Температура воздуха ночью -1, +4 днем, +3, 8, а температура морской воды +9 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.